Было проведено исследование недавно нашей группы социолингвистической, впервые. Вот. И выяснилось, что в общем обследовали все детские сады и все начальные школы Абхазии, все, во всех городах. В городах только, не в селах. Городские, да. Вот от Гагры до Чемчиры, Кварчала число детей, знающих в детских садах и в младших классах школ абхазский язык знающие нормально 30%. Это означает, что через 30 лет здесь будет только... Никто не сможет сказать ни одного слова по-абхазски, вот среди нас, да? Сейчас многие говорят. И мы идем по пути убыхского языка. Абхазский язык идет по пути, это лингвистический факт, да? Язык сдает свои позиции, общество относится к этому достаточно равнодушно, включая интеллигенции, включая писателей. Они не равнодушны. А что они могут? Пассивно, хорошо, пассивно. Пассивно. Ну, не равнодушно, да, ргублой, да. Это ничего не дает, понимаете? Они относятся к этому пассивно. Еще проблемы были абхазским языком, о чем писал еще в 19 году Дмитрий Гулия. Если мы, поскольку говорит, Абхазия настолько многонациональна, если не возьмемся за абхазское с двумя руками, это было в 19 году, и он как воду смотрел. Вот это часто происходит. Вот. И если посмотреть на проблему Абхазии, абхазского государства, нации, да, абхазской нации, птичьего полета, видим две проблемы самые главные. Остальные все вторичные. Это демография. Народа нет без населения. А нас очень мало, нас больше не становится. И то, что есть, посмотрите, сколько молодежи гибнет на дорогах, сколько наркомании, сколько болезней, сколько незамужних девушек, сколько неженатых ребят. Посчитаем все вместе. А сколько молодежи уезжает из Абхазии? Хоть они живые. Значит, если от них это все отнимем, получится катастрофическая картина. Язык это как бы вторая проблема. Демография первая проблема. Народ наш не растет. А что такое маленький народ? Да? Это он слабый народ. Маленький, значит слабый. А слабых, вот знаете, что вы слабыми, да? Решают за них другие люди. Сами сдаются слабыми. Да, и поэтому вот я считаю, что если у нас есть государство, которое мы кровью, потом завоевали, да, отстояли, восстановили, мы его не создали, мы его восстановили, самые главные проблемы абхазского этноса, нации и государства — это демография и язык. Вот важнее нету. Вот все остальное, как бы, можно говорить, но это все вторичные. Можно без них, в общем-то, существовать народу, но без населения и без языка народа нету. Криминогенная ситуация. Есть, вот есть у нас средний район, да, вот там, где вот уже произошло все, да, вот можно туда поехать и там вот это все видим. Не буду называть район, вы знаете все. Вот. Ну, а то, что, как его Нурин сказал правильно, происходит вымывание, утечка мозгов, вымывание уже 25 лет. Что люди, уезжающие на учебу, они там остаются, самые успешные, интеллектуально развитые, талантливые остаются за границей. В Абхазию не возвращаются. Здесь они не востребованы. Вот теперь уже я подхожу к тому, что надо делать. Долго не буду говорить, что надо делать. Это главное. У нас кадры есть. То есть проблема общенациональная, решать ее как национальный проект. Одна из важнейших. Вот демографическая — это отдельная проблема, нужно решать ее, да, обязательно, как национальный проект. Демография Абхазии. И вторая — это язык абхазский. Потому что он вымирает. Не просто он вымирает просто, вот как лингвист. Он вымирает, если не развивается, не вымирает. То есть, вот две проблемы: демография и вот говорим о языке. То есть кадры у нас есть. У нас есть сейчас прекрасные кадры есть. У нас вот Тали Джоп, вот здесь Каскир, Батал, Хагуш. Вот еще есть люди молодые подходят. То есть кадры есть. У нас уже есть знание, что делать. Уже есть, мы уже знаем. Мы уже можем делать ошибки, которые другие сделали. Да? У нас есть прекрасный опыт Басконии, они готовы с нами сотрудничать. Был здесь профессор, говорит: пожалуйста, приезжайте к нам, все, что мы можем, вам поможем. Вот как это осуществить программы эти. Вот. У них есть задача, говорящих на уральском языке, сколько там, не помните, это было, хотят довести до миллиона. До миллиона хотят, 300. В 50-м году. 300. То есть надо ставить цели амбициозные. Если цели не поставишь, ничего не произойдет. Поставь цель и достигай ее. Главное, то есть нужны люди, финансы, как и вы, понимаете, сроки. И вы ответственные. Вот. Это значит, у нас есть люди, у нас есть знания, теперь уже у нас вообще нет денег. То есть две самые, как его, животрепещущие задачи абхазского этноса, которых он просто вымирает.
На них денег нету. Нет денег на демографию, нет денег на язык. А на что деньги есть? На все остальное находится. На самое главное нет. Это тоже уже, я считаю, вид какого ослепления нации. Нация, которая потеряла ориентиры. Она очень много достигла, да, удивительные достижения, просто фантастические. Но вот сейчас, да, мы потеряли ориентиры. Мы как в тумане оказались, понимаете? Что дальше делать? А дальше делать, сохранять, укреплять народ, да, и сохранять язык, культуру. А что еще делать? И развивать экономику, естественно. Но это уже как бы само собой разумеется. Вот мой друг, хороший, прекрасный лингвист Валерий Кварча, да, спикером стал, а он же один из, Батал начал, да, один из авторов закона на абхазском языке. Он его не соблюдает. Спикер, второе лицо государства соблюдает. Президент соблюдает? Не соблюдает. Премьер соблюдает? Меняется каждый раз. Как они могут соблюдать, когда у нас нет синхронного перевода? Ну вот в переводе проблема, да? У нас все есть. Вот когда в 15 году вступил... Давайте закончим, потом будете комментарии. В 2015 году вступил закон на абхазском языке 1 января. Парламент перешел на абхазский язык. Спикером был, Ашуба, да? Год. И переводчики были синхронные, все было. Он начал. А потом передумали. Почему? Нарушает закон. Нарушает закон парламент. Прежде всего, законодательно нарушает закон. Вот. И, вот теперь, что нужно, мне кажется? Мне необходимо, собрать экспертов, да, и законодателей, и тех, кому это, конечно, вот есть Министерство образования у нас, да, к сожалению, министерство есть, да, а вот все уважаемые люди, всех уважаю, там, хорошие ребята, все, не выполняют свои функции, оно не функциональное, потому что те учебники, у меня дети маленькие, я все это прекрасно знаю с этого, те учебники, которые занимаются дети, да, созданы в 50-х годах или 40-х годах прошлого века, колхоз, совхоз, угу, ацмат, шейха, родители их не знают этих слов, адыртха, аласкугу, не знают родители слов этих. Зачем детей учить этим адыртха или аласкугу, или колхоз, совхоз? Нет совхозов уже, а там они есть в учебнике. То есть министерство есть, да, а работу не проводит он никакую. Оно одобряет учебник каждый год, одобряет. Подписывает, одобряем, перепечатывает. Зачем макулатуру делать? Второе, вот дети, вот мои дети, да, вот пример прекрасный, до детского сада они говорили на абхазском языке только. Абсолютно в детский сад пошли, большинство не знает языка, стали двуязычными. Пошли в абхазскую великую нашу школу, 10-ю, стали одноязычными. В 10-й школе они забыли абхазский язык напрочно. Это образцовая школа. То есть вот все, что я говорю, это означает провал системы образования на абхазском языке. Кстати, конечно, мы еще по другим, и по математике, и других тоже, но говорим на абхазском языке. Провал. Если ребенок поступает в детский сад абхазский, потом поступает в школу абхазскую, через 10 лет не знает ни одного слова абхазского, не знает, не может говорить, провал системы. Значит, она не работает. Нужна другая система. Все это в наших руках. Нет ничего недостижимого. Абсолютно все это возможно сделать. Но надо делать, а не говорить. Мы 20 лет уже говорим. Я присутствую уже на 40-м заседании. Все правильные вещи говорят. Но правительство денег не выделяет, и все. А без денег ничего не получится. Поэтому я считаю, что нам необходимо сейчас создать комиссию хорошую, специалистов, так, дать им полномочия, вот уже есть они, в принципе, полномочия, дать им огромный бюджет, щедрый бюджет, если контроль нужен, необходим. Надо пересмотреть закон на абхазском языке, еще раз пересмотреть его, если вещи такие слишком радикальные, может немножко их подредактировать, новые сроки добавить, вот. Потом надо сделать обязательно, тут же собрать юристов, подготовить подзаконные акты. Все, что тут есть, нужно все подзаконные акты, иначе ничего не получится, не будет работать. И назначить ответственных, и назначить сроки. Должен это сделать президент Республики Абхазия. Лично. Иначе ничего не получится.